С вами Топ Хайп, и в этом выпуске мы расскажем вам все секреты, как всегда выигрывать в самые популярные игры. В данном видео мы рассмотрим секреты таких игр, как крестики-нолики, камень-ножницы-бумага, морской бой, армрестлинг и даже боулинг. Если ты готов стать королем всех этих игр или хотя бы одной из них, то погнали! Как выигрывать в крестики-нолики каждый раз? Игра в крестики-нолики хорошо знакома и взрослому, и более младшему поколению. Играя в нее, важно оставить за собой последнее решение. Если крестики или нолики игрока не выстроятся в ряд или по диагонали, то он одержит поражение. Чтобы не попасть в неприятное положение, нужно знать секрет того, как выиграть в крестики-нолики. Самой популярной является игра на 9-клеточном поле. Поле представляет собой 3 квадрата по горизонтали и 3 по вертикали. Как всегда, сначала рисуют поле и выбирают крестик и нолик. Первый вопрос, который хотелось бы уточнить, это можно ли выиграть у соперника, если ты крестик? Ответ утвердительный, так как крестик в этой схватке всегда ходит первым. По правилам соревнования нужно выставить по горизонтали или по диагонали 3 одинаковых хода. Сделать это нужно быстрее, чем партнер по игре. Первым в соревновании ходит крестик. Для первого игрока появляется больше шансов на выигрыш. Второй ход будет предназначен для нолика. Как легко и быстро победить крестиком? Самым выгодным первым шагом является позиция в центре поля. Эта ячейка дает преимущество игроку ходить не только прямо, но и по диагонали. У игрока появляется шанс выстроить 3 фигуры в ряд по диагонали 2 линии, вертикали 1 линия и горизонтали 1 линия. После второго шага противника на поле появляется первый нолик. В зависимости от того, куда противник его поставил, выстраивается дальнейшая линия обороны. Теоретически противник имеет 2 варианта. Поставить нолик в одну из 4 боковых крайних клеток. Поставить нолик в позицию ячеек, не проходящих через диагональ под номером 2, 4, 6 и 8. Этот шаг может стать решающим для исхода сражения. Теперь у игрока, который ходит крестиком, появляется большая вероятность победить, а не быть побежденным. Второй шаг – это выстраивание нападения. Нужно поставить крестик в свободную угловую ячейку. Необходимо, чтобы через нее проходила диагональ. Эта позиция побудит соперника выстроить линию защиты. Третьим ходом крестика станет захват еще одной угловой клетки. Это необходимо, чтобы получить как можно большее количество рядов, в которых не хватает по одной фигуре. Таким образом, вы идете на одну позицию впереди соперника. В какую бы точку нолик не поставил свою фигуру, у крестика всегда будет в запасе еще один вариант. Если же противник на втором шаге вашего боя поставил фигуру на одну из ячеек под номером 1, 3, 7 или 9, шансы на победу становятся невысокими, хотя и зависят от невнимательности соперника. Стратегия победы заключается в построении линии из 3 одинаковых фигур по горизонтали или по вертикали, мы это знаем. Но как легко увеличить шанс на выигрыш? Нужно просто поставить первую фигуру в центр или в угол. Теперь о том, как всегда выигрывать в камень-ножницы-бумага. Знаете ли вы, что победа в детской игре камень-ножницы-бумага не совсем дело случая? Об этом нам говорят свежие результаты исследований ученых. Давайте узнаем их рекомендации, способные сделать из вас несокрушимого победителя. Совсем недавно коллектив китайских исследователей из Чжэцзянского университета оповестил мир о смелых выводах своих психологических тестов. Ученые провели 5 экспериментальных циклов. Каждый цикл включал в себя 12 сессий с 6 участниками. Итого общее количество испытуемых достигло до 360 человек. Студент или аспирант мог участвовать в исследовании лишь единожды. Люди находились вне зоны видимости друг от друга перед экранами монитора. Тем самым был исключен вербальный и визуальный контакт. Стимулом к победам служило небольшое денежное вознаграждение за каждый выигранный раунд. Ну и теперь вот сама стратегия, которая позволяет выигрывать. Допустим, вы проиграли в первой партии. Тогда выкиньте тот знак, который бьет последний победный знак вашего оппонента. Если вы выиграли, не продолжайте показывать тот же знак. Вместо этого выкиньте последнюю комбинацию вашего проигравшего соперника. Что еще необходимо знать для победы? После наблюдения за огромным количеством сражений, ученые обнаружили, что игрок, победивший своего противника в текущей партии, с большей вероятностью повторит свои действия в следующем раунде и с меньшей вероятностью станет что-либо менять.
С другой стороны, если игрок проигрывает 2 или более раз подряд, он прекратит показывать неудачную комбинацию и постарается разбить именно тот знак, который только что позволил оппоненту победить его. Таким образом, если бы игрок А имел череду проигрышей, а игрок Б только что выкинул ножницы и тем самым разрезал бумагу А, то А, скорее всего, выкинет камень, который даст неплохие шансы на выигрыш, так как Б, вероятно, будет придерживаться той же победной тактики. Психология поведения проста. Также можно использовать такую простую тактику: побеждаешь, не меняешь.